Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для весов. Рассмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман. Посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Сначала события, основные месяцы. Поделим месяц по 10 дней. Первые 10 дней для весов. Выпадает карта Луна. Вторые 10 дней выпадает карта Солнце. Когда вот такое сочетание карт и Луна, и Солнце, это всегда очень удачный период. И третий период, третьи 10 дней, это карта Императрица. Посмотрим, что ждет весов. Вот эта карта Луны говорит о том, что будут какие-то процессы зарождаться в этот период важные. Здесь у нас Луна растущая, прям начало, да, это у нас начало новых дел, это какие-то новые проекты, новые отношения. В общем, все, что у нас есть новое, все, что мы начали в какой-то период времени, да, здесь оно начинает развиваться, расти. И этому способствует все. Люди, обстоятельства, Вселенная, абсолютно все. И эта карта хороша тем, что мы точно знаем, куда идем, как нам добраться до своей цели, как нам осуществить желаемое. И вот все у нас как бы своим чередом идет. Также вот два кипариса по сторонам дороги, они образуют как бы такой вот проход, да, то есть когда мы начинаем какой-то процесс, он у нас еще как бы может до конца и не дойти, да, то есть не завершиться, но до определенной точки мы доходим, когда уже достаточно вложили сил, и дальше процесс уже необратим, да, то есть он дальше как бы сам собой уже идет. То есть здесь у нас еще инерция не действует, да, а дальше уже начинает все само собой происходить. То есть карта говорит о том, что нужно приложить усилия на первом этапе, а дальше будет легче. Тем более, что можно воспользоваться помощью людей, можно выбрать цель, которая соответствует нашим каким-то способностям, творческим. А также эта карта связана с домом, с семьей, с близкими людьми, с комфортом, с недвижимостью, с мамой, детьми, воспитанием детей. В общем, все здесь у нас может, вот эти темы могут тоже в первые 10 дней подниматься. Давайте посмотрим, что будет следующим 10, что произойдет в следующие 10 дней у весов. Выпадает карта Солнца, это восходящее Солнце, когда еще весь мир спит. Вот два человека в лодке видят, вот наблюдают, как Солнце встает. И карта говорит о том, что вот то, что мы начали вот в этот период, 1 марта, здесь начинает уже давать свои результаты. То есть либо мы раньше еще начали процесс какой-то, либо вот прямо в начале марта и уже получаем результат. Карта Солнца – это карта счастливая, карта оптимизма, карта получения желаемого. Это и праздники, это и награды, это уважение, почет, это исполнение наших желаний. Если есть какие-то даты памятные, там юбилеи или еще что-то вот в этом роде, да, тоже здесь вот все происходит по этой карте Солнца. Также эта карта связана с нашей личностью, с нашим индивидуальным проявлением. И вот здесь есть опасность, что мы можем возвыситься как-то над другими людьми, начать сравнивать себя с близкими, да, с окружением, и тогда вот может быть проблема. В общем, если, допустим, мы достигаем успеха, если у нас какие-то происходят, ну, как бы такие события, достижения какие-то происходят, не нужно гордиться ни в коем случае, потому что иначе тогда мы теряем часть вот как бы того блага, которое мы получили. Вот это как проверка такая окончательная. То есть не зря говорят, что человек проявляется в счастье больше, чем даже в несчастье. Да? То есть именно когда у нас происходит много
хорошего, да, когда у нас обеспеченная жизнь, когда у нас все хорошо в отношениях, вот тогда мы можем возгордиться, тогда мы можем стать неблагодарными, тогда мы можем забыть о тех, кто рядом с нами был, когда мы добивались успеха. Вот здесь вот нужно на это обратить внимание. И третья декада для весов, карта выпадает императрица. Это вот очень прочное положение, когда мы действительно что-то осуществили, добились своего и закрепились в этом состоянии. Это карта также власти, когда мы действительно имеем вес в обществе, когда нас уважают близкие, когда в семье мы пользуемся авторитетом. Карта также говорит о том, что скорее всего, будет материализовываться какое-то важное желание. Может быть, допустим, здесь вы задумали только какой-то проект, здесь уже получили какие-то первые результаты, и здесь у нас идет стабилизация такая, да, то есть, допустим, если вы собираетесь приобрести жилье, здесь вы только это запланировали, собираете все сведения, здесь уже одобрили там, допустим, вам ипотеку, либо вы уже набрали нужную сумму, нашли вот то, что вам нравится, и вот по этой карте в конце месяца вы уже осуществили покупку. Ну и так далее, вот по аналогии с этим событием. А также карта императрицы, она связана с ценностями. Это и самооценка наша высокая, и здоровье, и все, что нас окружает в материальном мире, какие-то вещи дорогие, красивая одежда, то, что в нашем доме красивое, удобное, ремонт или, может быть, какая-то мебель, какие-то красивые предметы нас окружающие. В общем, все, что касается красоты, это вот весам, у весов будет проявляться в конце месяца. Также можно посещать какие-то здесь мероприятия, связанные с искусством, красотой, в какие-то места ездить, где хорошо дышится, где чувствуется себя хорошо, счастливо и так далее. Также вот по этой карте мы точно знаем, как нам действовать. То есть мы уверены в своих силах. И если, допустим, мы не чувствуем себя так, то обязательно рядом найдется человек, который нам может помочь, может нас поддержать. Вот здесь у императрицы в руках ключ, то есть у этого человека, который рядом с нами окажется в нужный момент, есть возможность решить нашу задачу, вопрос и так далее. Кроме того, здесь у нас рядом карта Солнца, да, то есть это может быть какие-то вопросы, связанные с властью, это вопросы, связанные с какими-то профессиональными делами, да, вот есть человек, который поможет. Посмотрим, что ждет в отношениях. Весы, 3 карты для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Посмотрим работу. Одна карта у нас на работу уже выпала. Но так как у нас на работу 3 карты, какая из них мы не знаем, давайте мы ее все-таки назад в колоду положим. Так, итак, для тех, кто ищет работу, для тех, кто имеет уже работу и для тех, у кого свое дело. Финансы, совет. Отношения. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта кольцо. Здесь вот может быть 2 ситуации, разных совершенно. Если вы сейчас без партнера, то ситуация может повторяться. Вот, видимо, у вас есть какое-то убеждение, которое мешает вам выйти вот за пределы своей привычной жизни, да, то есть обрести партнера. Подумайте, что вам может мешать, какое-то убеждение, либо, может быть, вы как белка в колесе живете, да, то есть работа, дом, вообще никуда не выходите, ничего не видите, и вам даже негде познакомиться. Либо вот вы просто, ну, как бы противник того, чтобы, да, у вас появился партнер.
То есть по кругу, по такому, да, все происходит по привычному. И для того, чтобы за этот круг выйти, нужно обязательно что-то новое сделать. Видите, здесь вот у нас рядом книга и свеча. То есть то, что вы думаете, скорее всего, нуждается в корректировке. Может быть, что-то нужно прояснить, как-то по-новому взглянуть на ситуацию, на тех людей, которые с вами рядом оказываются. В общем, на вот этот вопрос пары, да, нужно по-другому взглянуть. Может быть, даже чему-то научиться. А также вот эта карта может говорить о том, как раз, что вы можете встретить партнера. То есть, если, допустим, встреча произойдет, то, скорее всего, она будет серьезная, да, и отношения будут надолго. Для тех, кто в паре, выпадает карта книга. И здесь у нас могут действительно быть вопросы обучение, да, если, допустим, один из партнеров проходит какой-то курс или, может быть, действительно там в высшем заведении учится, да, ждет диплома, там сдает экзамены и так далее. Обычно это всегда касается обоих партнеров. И кроме того, по этой карте могут быть какие-то события, которые совершенно обновляют жизнь, да, какие-то неожиданности могут происходить. По этой карте может быть, знаете, какое-то открытие, либо что-то новое вы в партнере увидите, либо что-то поймете о своей совместной жизни, что поможет вам в дальнейшем. А также карта говорит о том, что может быть какая-то у вас есть тайна, какая-то информация, которую вы не хотите своему партнеру озвучивать, либо он что-то от вас может скрывать. И вот в этом месяце есть возможность понять друг друга, поговорить, открыть душу, открыть сердце и понять, кто чем живет, кто чем дышит и так далее. Да? Какой-то общий интерес может появиться. А также карта говорит о том, что, может быть, у вас появится вот больше опыта в понимании вот вашего партнера. Кстати, здесь еще сюрприз может быть по этой карте, да, то есть, ну, так как у нас еще и праздничный месяц, вполне возможно, да, тут ваш партнер вас удивит. Для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта корабль, и перемены здесь будут однозначно. Кроме того, карта очень хорошая, она говорит о возможном примирении. Даже, может быть, отношения станут лучше, чем были. Вот по карте корабль вообще у нас очень хорошие события происходят. Обычно вот эта карта, она связана с изменением образа жизни. Это как раз и как бы то, что нам нужно, да, то есть если у вас как бы вы были врозь, да, то теперь объединяетесь. Это и есть как раз вот такая положительная перемена. Кроме того, может измениться, знаете, круг ваших знакомых, да, может быть, уйдут какие-то люди, которые вносили смуту в ваши отношения. И вот это будет тоже вам на благо. Может быть, вы решите вместе куда-то поехать, и вот именно вот это вас сплотит, сдружит, и вы сможете договориться, как-то лучше понять друг друга. В общем, какие-то новые предприятия, какие-то новые путешествия. И, кстати, вот эта карта может связана быть и с расставаниями, да, то есть, ну, это уже совсем такой крайний случай, если вы действительно совершенно не подходите с партнером, то есть вот вы выяснили, да, вот по этой карте, что вы с партнером совершенно разные люди, да, и вот только в таком случае уже может быть расставание. Но, скорее всего, вот здесь все-таки есть возможность. У нас алые паруса, это если даже будет расставание с одним человеком, то значит встреча с другим обязательно. Давайте посмотрим работу для тех, кто... Так, все карты у нас перевернутые оказались. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта мужчина. А мужчина здесь изображен на улице города, то есть это общество. Нужно выходить в люди, нужно как можно больше как бы информации о вас,
нужно проявлять решительность, активность, показывать все свои таланты, способности. В общем, быть таким человеком на виду, быть человеком, который решительно действует, да, активно действует, человеком оптимистичным, и вот показывать себя как бы лицом обязательно, да. Если вам предлагают испытательный срок, нужно соглашаться. Если вам предлагают вот как-то показать свои способности, таланты, нужно показывать. То есть вот здесь вот нужно вот выйти прямо на вершину, да, и показать себя. И тогда вам обеспечена работа. Либо вот у вас появится работа, которая как раз связана с активностью, с решительностью, в общем, где применяются самые такие вот важные мужские качества. Для тех, кто работает, выпадает карта Луна, причем полная Луна, говорит о том, что будут завершены какие-то очень важные процессы в этом месяце. Для тех весов, которые, допустим, находились в отпуске, да, или, допустим, для тех весов, которые были в каком-то вот таком подвешенном состоянии находились, может быть, не ладились вопросы, связанные с общением в коллективе, да, или, может быть, никак не было достаточно количества там клиентов, денег, заработка и так далее, да, вот все вопросы, которые тормозились, которые не решались, которые вызывали у вас уныние и разочарование, они все решаются. Наконец-то все проясняется, становится ясным, и вам понятно, как дальше действовать. То есть вы совершенно успокоитесь и почувствуете вот такой прилив сил, энергии, возможно, признание, возможно, получение хороших сумм денег, возможно, кстати, вот в этом месяце даже кто-то будет из весов отдыхать, в отпуске находиться в дальних странах, да, то есть в расслабленном таком состоянии совершенно не будет работать. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта Аист. Замечательная карта, говорит о переменах к лучшему. Может быть, у кого-то офис на дому, да, работа на дому. Удачный будет тоже месяц. Если, допустим, вы переезжаете, допустим, из офиса в офис, тоже это к лучшему. В общем, в любом случае, вот эти карты, они всегда говорят о том, что у нас есть перемены какие-то значительные, да, но они к лучшему. Перемены, которые в дальнейшем как бы дают такую стабильность. Что еще можно сказать по этой карте? Карта говорит о том, что может быть какой-то новый проект, может быть новый какой-то клиент очень важный, который вот позволит пересмотреть вам привычный вот стиль работы. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то новости неожиданные, могут быть какие-то удачные ситуации. Но в любом случае, вы знаете, вот рост такой вот вашего дела, улучшение. Причем может быть довольно-таки неожиданное. Хорошие возможности для новых связей, для коммуникаций, для звонков. В общем, время прекрасное, да, для заключения разных договоров и так далее, и так далее. Посмотрим финансы и совет. В финансах выпадает карта звезды. Замечательная карта говорит о том, что будет, возможно, много источников поступления денег. Может быть, они будут не такими уж большими, да, но в общем вы будете довольны. Вообще карта звезды, она всегда говорит о том, что исполняются наши желания. То, что, может быть, мы давно начали, может сейчас вот приходить как результат. Также карта звезды говорит о том, что, может быть, мы какой-то начали проект денежный, да, а получим результат, получим финансы на руки только через какое-то время. Также карта еще говорит о том, что, может быть, нужно как-то просчитывать ситуацию наперед, да, вот эта карта, она с предвидением, с таким связана. Поэтому вот желательно как-то вот именно в финансах планировать очень четко.
Также карта говорит о том, что ваша хорошая репутация приносит вам деньги. Это может какой-то новый поворот в ваших финансах, вот в ваших финансовых делах. Какие-то важные, может быть, проекты, события, люди приходят. И все это отражается вот на финансовой сфере. Совет, ключ, совет для весов. Карта говорит о том, что вы можете как начать что-то новое, очень важное для вас. Видите, здесь дверь, да, то есть мы можем либо войти в новую дверь, да, это новая жизнь, новый мир, новые люди, новые какие-то источники дохода, новые проекты. Так и закрыть можем. Можем закрыть отношения, можем закрыть какое-то дело, проект. В общем, то, что нам мешает, мы имеем власть убрать из своей жизни, а то, что может нам помочь, мы можем открыть. И причем мы можем одновременно делать и то, и другое. Вообще карта ключ – это очень значительная карта. Она связана у нас с судьбой, с кармой и с Ураном, да, то есть разные неожиданные события приходят в нашу жизнь и позволяют нам как-то реагировать. Карта также говорит о том, что мы можем получить ответы на вопрос. То есть, если есть какие-то нерешенные проблемы, нужно не останавливаться до тех пор, пока мы их не решим. То есть, работать на успех обязательно нужно. В любой трудной ситуации обязательно до разрешения проблемы действовать. Также карта говорит о том, что есть помощь от высших сил. Именно вот в этом периоде для весов. И на это нужно рассчитывать тоже. Друзья, желаю вам замечательного марта. Желаю, чтобы все ваши мечты и желания сбывались, чтобы все только самое лучшее приходило в вашу жизнь. Всего вам доброго, до новых встреч.